Как выжить в условиях такого информационного давления? Как сохранить объективность? Мы продолжаем серию репортажей о независимых СМИ в России. Сегодня это материал из редакции телеканала «Дождь». Ливни и грозы позади, облачно, местами осадки. «Дождь» уже 2 года не вещает на эфирных частотах, работает без поддержки основных спутниковых и кабельных операторов. Живет в основном за счет подписки. Это 70% бюджета канала. Рекламы на «Дожде» немного. Если ты реально коммерческий проект, а мы коммерческий проект, мы не дотационный проект, ты должен научиться работать так, чтобы ты мог себя прокормить. Исследования ТНС показывают, что у «Дождя» сейчас около 1 миллиона зрителей в месяц. Примерно 3-4 миллиона человек заходят на сайт, не оформляя подписку, а значит, не имея доступа к прямому эфиру и платным материалам. Подписчиков у канала 70 тысяч. Вроде бы немного, но это как посмотреть. С точки зрения кейса, как подписной модели, это для России огромная цифра. Ни у кого больше таких нет. Ну, я имею в виду, там, из тех, кто работает в медиа, да, в информационном таком пространстве. Ты хорошо работаешь, за тебя твой потребитель, читатель, зритель платит. Плохо, перестает платить. Да, это очень честно. Вот, поэтому, но нам сложно, потому что, опять же, Россия в этом смысле сложная страна, потому что никогда не было культуры платить, раньше за контент, а уж точно за телевидение. «Дождь» лишился 12-миллионной аудитории после скандального опроса. В январе 2014-го канал поинтересовался, не стоило ли сдать Ленинград немцам, чтобы избежать блокады и массовых смертей. После волны возмущений канал извинился, но операторы кабельных сетей от сотрудничества все равно отказались. На «Дожде» считают, опрос был лишь поводом. На самом деле на них ополчились после сюжета о дачах высокопоставленных чиновников. Это не заставило канал отказаться от расследований. Недавно «Дождь» обнаружил очередного друга Путина с многомиллионным состоянием – Петра Колбина. Вообще все новости приходят случайно к журналистам. Просто в голове тех людей, кто помнит эту историю 2000-х, Гунвара, а также хочет сделать свое СМИ первым, это ложится куда надо. Так и возникла история про Колбина. На «Дожде» гордятся своими расследованиями, но считают, что только их для изменений в стране недостаточно. Гораздо важнее в стране иметь несколько независимых агрегаторов новостей. Грубо говоря, если бы в России была абсолютно независимая лента.ру и газета.ру, я так для примера, то для страны пользы бы от этого было гораздо больше, чем от нескольких расследований. Как показывает практика, расследовательской журналистикой может заниматься один отдельно взятый журналист или какая-то небольшая группа. Даже коммерчески успешный «Дождь» признает, только проводить качественные расследования – это еще не все. Нужно постараться, чтобы зритель их увидел. А таких возможностей в России все меньше. «Дождь», изгнанный из общенационального эфира, сменилось руководство ленты.ру и РБК, а теперь еще и новостным агрегаторам в интернете запретили показывать материалы из СМИ, не зарегистрированных в Роскомнадзоре. Источников независимой информации становится все меньше. Александр Кулыгин, Москва, специально для программы «Смотри в оба».